было много, а ума мало. Вот однажды этот хан позвал к себе сына и говорит ему: «Сын мой, я слышал, что в соседнем аиле живет Анна, умная старуха. Я хочу послушать ее советов. Ты позови ее ко мне, только никому об этом не рассказывай». Сын согласился, но все рассказал своим дикитам и велел им привести старуху. Ее встретил ханский сын. «О, умная женщина!» — сказал он ей. «Иди к хану, что услышал от него, расскажешь нам». Пришла старуха к хану. Хан похвалил лошадь старухи за что? Что она быстро привезла ее к нему. Умная старуха догадалась, какой человек этот хан. Красивая сказка. Давно жил богатый хан. Скота у него было много, а ума мало. Вот однажды этот хан позвал к себе сына и говорит ему: «Сын мой, я слышал, что в соседнем аиле живет одна умная старуха». Васильев, известный писатель, главной темой его произведений стала война. 1941 года вместе с друзьями Борис пошел купаться на речку. Там они узнали, что началась война. 19 лет Борис Васильев ушел на фронт. Комиссия признала его негодным к службе по состоянию здоровья, но он не отступил. После Великой Отечественной войны стал кадровым военным инженером-испытателем. Писать начал с 1954 года, пьесы, сценарий к фильмам. В 1969 году была опубликована повесть Васильева «О заре здесь тихие», и автор стал знаменитым. Потом будут написаны книги, в списках не значился «Встречный бой», «Завтра была война». Мое поколение погибших, это было удивительное поколение. Мы жили с искренним убеждением в том, что должны что-то героически сделать. Мы готовили себя к этому, вспоминал Борис Львович Васильев. Борис Львович Васильев. Известный писатель. Главной темой его произведений стала война. 22 июня 1941 года вместе с друзьями Борис пошел купаться на речку. Там они узнали, что началась война. Писать начал 1954 года. Пьесы, сценарии к фильмам. В 1969 году была опубликована повесть Васильева «О заре здесь тихие», и автор стал знаменитым. Произведение в списках не значился. Вы прочитайте о подвигах защитников Брестской крепости. В списках не значился роман «Сокращение», часть 1. Лейтенант Николай Петрович Плужников. За всю жизнь Коле Плужникову не встречалось столько приятных неожиданностей, сколько выпало за последние 3 недели. Приказ о присвоении ему, Николаю Петровичу Плужникову, воинского звания он ждал давно. После утреннего построения, на котором был зачитан приказ, их сразу же повели в вещевой склад. Нет, не в общий. Курсантский отряд советный, где выдавались немыслимой красоты хромовые сапоги, хрустящие портупеи, кобуры, командирские сумки с гладкими планшетками, шинели на пуговицах и гимнастерки, а потом весь выпуск бросились к порту, чтобы подогнать обмундирование. Вечером сам начальник училища поздравлял каждого с окончанием, вручал удостоверение личности командира, РККА и увесистый ТТ. Лейтенант Плужников обнаружил, что он хрустит свежей кожей портупеи,
невнимательным обмундированием, сияющими сапогами. Было начало июня. На следующий день ребята стали разъезжаться. Каждому полагается отпуск. Прощались шумно, обнимались адресами. Место назначения – особый западный округ. Коле Плужникову почему-то документы не выдавали. Через 2 недели генерал предложил ему оставаться в училище командиром учебного взвода. Но Коля попросил отправить его в войско на любую должность. Генерал спросил, особый западный устроить лейтенант, а вечером Коля Плужников отбыл к месту новой службы через город Москву, имея в запасе 3 дня. Тот, кто любит читать, тот, кто любит читать, может столько увидеть и столько узнать, может узнать, открывать и исследовать новые страны, переплыть на дельфине моря, океаны, может сесть в звездолет, на Луне побывать. Тот, кто любит читать, тот, кто любит читать. Возьмите в руки книгу, дети, мир необъятный.